Synthesis. Миксизный круга Big Shot. Я очень рада вас видеть. Сегодня у нас 5-й урок татарского полиглота. И я хочу вам сказать, что за 4 занятия мы уже прошли вводный курс. Давайте быстренько пробежимся и посмотрим, что мы уже знаем. Мы знаем закон сингармонизма, что в татарском языке есть твердые гласные, мягкие гласные, и что они образуют даже пару а, о, у, е, и. Мы знаем, как образуется множественное число, что мы прибавляем. Вуаля, один ребенок. А если мы хотим сказать много детей, прибавляем вуаля, лар, дырыс, эли. Если много мам, прибавляем лер, лар, лер. Образование множественного числа лар, лер. Мы с вами уже знаем личные местоимения. Какие они у нас? Мин, син, у, без, сис, алар. Все это мы помним. А если мы хотим уточнить что-то, ты из города Перми, син, перм, шахариннан, ме. Мы добавляем ме. А если мы хотим узнать не из Казани, сис, озаннан, ме. Это у нас аффиксы, уточнения. Еще мы с вами знаем падежи. У всех есть таблица. Может, кто-то еще не справляется без таблицы. Ничего страшного. Зато у вас есть шпаргалочка, и вы можете уже ответить на вопросы с окончаниями, уже сформировать свою речь, свое словосочетание. Еще мы знаем склонение личных местоимений по падежам. И мы поняли, что можно даже, чтобы объяснить минин энье, можно сказать энье, и мы поймем, что это моя мама. А если мы скажем энье, мы поймем, что это твоя мама. Эньси, анын эньси, наша мама, энье біз, сизнин, ваша мама, энье біз, аларның эньси. Все аффиксы на этой таблице. Все это мы помним. Еще мы с вами имя числительное проходили. На какой вопрос отвечаем имя числительное? Нища. Сколько? Нища. А еще знаем порядковые числительные. Чтобы понять и ответить на вопрос, мы добавляем аффиксы нш, 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 нш. Помните? Нищанще, потому что порядковые числительные у нас отвечают на вопрос нищанще. Если какой по счету, по порядку. Еще мы с вами уже умеем отвечать на вопрос вахат, купмен, сарат, нища. Все это у нас есть. И еще даже умеем переводить существительные плюс существительные. Например, город Пермь мы переведем Пермь шахаре. Мы меняем местами и прибавляем аффиксы. Еще относительные прилагательные плюс существительные. Например, концертный зал. Концерт, залы. Концерт, залы мы сокращаем и прибавляем вал. В данном случае где концерт залында, если мы хотим сказать принадлежность. Да? Вот так мы с вами закончили вводный курс. Я быстренько сейчас пробежалась. Все эти наглядные материалы у вас есть. Вы вспомнили вместе со мной? Смогли вспомнить? То, что я быстро сделала, это ничего страшного. Все это у вас есть. А сейчас я хочу у вас проверить,
быстренько визитку. Я вас просила домашнее задание составить визитку. И буду очень рада, если вы сможете рассказать про себя без шпаргалки. Кто самый смелый? Эльвира, иди ваша. Давай начнем, Эльвира. Как хотите? Дürüst. Uyanmaz, не стесняйтесь. Altı desek de ama yurt numara 6 desek de ama 60. 311. А если мы хотим сказать, ты сейчас, если дословный перевод ты сделала, квартира номер 311, да? 311. 311. Если мы хотим сказать 311 квартира, мы скажем 311 квартирда. Правильно. Тут? Бig yaxşı, Эльвира, big yaxşı. Чуть-чуть смелости, каюла, и все будет хорошо. Сес. Это очень приятно, что вы начали с этого. Харагыншы йорта. Yüzde 42. Квартира, фатир. Я вам написала потом, что я здесь не сказала. Фатирда yaşayayım. Так, бүгін егерме жетінші июль күні мен үгіз йос жетміш икенші yılda туғансыз. Рахмет. Эзвина, чуть-чуть есть ошибки, но мы в конце обязательно, вот в последнем предложении, надо чуть-чуть упорядочить. Мы с вами это все исправим. А если мы с вами не знакомы? С чего начать представление, да? А где визитка, да? Меня Мусульман Офис. А дальше что? Где живете? Кайсы шахарда яшайсыз? В каком городе? Мен yaşım Terim'de, Уранында да, Айгер, ненде урамда? Ленина. Ленин урамында. Уранында. Дом, как сказать? Йорт. 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 84. 84. Йорtta. Так, квартирда. Неченче квартирда. 40. 40. Қырығыншы квартирда. Мен ішкім Кондратова, да? Кондратовада ішли. Болды, рахмет. Рахмет. Сіз? Мен исемім Гүлім. Мен Яшимбелді, Беляев урамында. Дұрыс. Или бірінші йортта. Дұрыс, varsa da dürüst. Не стесняйтесь, varsa все правильно. 18-ші квартирда. 18-ші квартирда. Мен бүгін 28-ші июньда мен келесіз 98 Yılda. Мен
Dürüst fayda университетта где? Адрес? Yok, баста yaxşı, можно не говорить адрес университета, а то, что вы правильно сформировали, мы университета. Но если вы скажете, мы университета укрепим, этому мы сегодня научимся, то, что глагол у нас идет всегда в конце предложения. Ну и как мы вас смогли понять. Рахмат. Денис. Рахмат. Денис, унбишенче, если порядке, нищенче, отвечает на вопрос, унбишенче сентябрьда. Рахмат, Сесильно. İkinci yurttan, aynen номер 2. Августа Бермен Тугес Yıl. Yılda. Завод Тайшкин. Ваш Вал Беркенч. Baş belgeç. Ваш Беркенч. Рахмат. Юрапас, tanıyınız? Bulur, işkin. Rahmet sizler, dürüst. Siz tanıyınız? Yok. Fatih. А вы видите, что узенчил надо. Рахмет. Нет. Молодость. Видите, рахмет. Нет, у нас сызна, там лейпас. Басна дürüst. Дениса. А юхла зупалас. Шахаринте. Шехер. Ramında. Kırık birinci yurttan 60, ikinci fakirden yeşil. Dürüst. Basta dürüst. Min 10 sentyabrda Jidinşi. Nişenşi. Sonra Mayıs'ta 10 sentyabrda ben 1972 yılda Anlamlı saygı var. ben okudukça unutmuşum. Min okuduşu bulup işlin. Basta dürüst. Rahmet. Rahmet. Чуть-чуть есть ошибки, где вот вы числительные не смогли добавить нш. Если отвечать на вопрос нищенщ, надо лучше добавить нш. И так будет лучше. А так очень маленькие ошибки. Я подойду, я запомнила, у кого какие ошибки, и в конце занятия мы с вами обсудим. Потому что будет индивидуальное время для всех. А мы сегодня начинаем основной курс и, конечно же, начнем с глагола. Глагол. Сегодня мы будем останавливать глагол настоящего времени. Глагол в неопределенной форме отвечает на вопрос «какой» в русском языке.
неопределенно. Что делать? Что делать, что сделать? А у нас этот вопрос звучит «нишлергер». «Нишлергер». В неопределенной форме. «Нишлергер». Нишлергер. Вот эта часть прибавляется ко всем словам. Например, «ишлергер» – работать, «ешергер» – мы с вами вот сегодня рассказывали про резинку, «ишлин», а в неопределенной форме будет «ишлергер». Это я вам предложу пример. «Яшин» вы сказали, потому что живете сейчас, в настоящее время, а в неопределенной форме будет «ишлергер». Барга и лергер. Но мы с вами сегодня начнем работать с формой глагола в повелительном наклонении. То есть, когда мы говорим «делай что-то», «ишле». «Ишле». Вопрос. Нет, это форма глагола в повелительном наклонении. Так, то есть, когда мы говорим «делай что-то», «ишле», так как именно эта форма глагола дает нам понять, по каким принципам спрягается глагол. Именно если мы начнем с глаголами повелительного наклонения, тогда нам с вами будет лучше понятно. Поэтому я выбрала и начала с вами работать с глаголами в повелительном наклонении. Запомните, в татарском языке начальная форма глагола как раз совпадает с формой повелительного наклонения. Например, «ишля» – это повелительное наклонение. Глагол в повелительном наклонении. «Ишля» также ничего не меняется. Это начальная форма глагола. А с третьим лицом единственное, Сейчас мы это дадим. «Ишля». Это конкретно работой переводится, да? «Ишля». Работай. Работай. Переводится работай. А в неопределенной форме как будет «ишля»? Ишлерга. «Ишлерге». «Ишлерге». И видите? «Ишлерге». В неопределенной форме, а в повелительном наклонении «ишлерге» что делать? А «ишля» что делай? Повелительное наклонение. Работай. И начальная форма также «ишля». Это у нас совпадает. Это одно и то же. Так, сделаем вам значок. А если я скажу «идти», «барга» в неопределенной форме «барга», как будет повелительное наклонение «барга» «идти», «иди»? «Бар», «дырыс», «рахмет», «бар». А как будет начальная форма? «Бар». Также мы же с вами обсудили, повелительное наклонение и начальная форма глагола у нас совпадают. Также «барга» – «идти», «бар» – повелительное наклонение, это значит приказывает «иди», и начальная форма также «бар». Ну, здесь вы можете запутаться. «Бар» слово еще переводится как «есть». «Мине» «кузбегим бар», вы можете сказать, у меня есть очки, но здесь «бар» – это глагол. «Мине» – телефонный бар. Это, чтобы вы не запутались, «бар» – начальная форма. Вопрос. А «ишлерге» как переводится? «Ишлерге» – работать. Когда мы рассказывали про свою профессию, мы уже что-то из
этого глагола слышали «эшли», «мин эшли». Как разобраться? Бар иди, бар вот он, да? Как это? Ну, бар, там надо будет понять смысл предложения. А, то есть другие Например, я уже не скажу, у меня есть телефон, у меня на телефонном бар. Если я переведу, это будет у меня телефон иди. Нет же такого предложения. А если у меня есть телефон, у меня на телефонном бар. Там смысл, если предложение другие слова переведете, то вы сами поймете, бар это глагол или другая часть речи. Еще я вам скажу, самое главное, то, что вот когда мы даже составляли визитку, может вы заметили, мы сначала в татарском языке говорим все, что хотим, только потом прибавляем глагол. Глагол в татарском языке всегда на последнем месте, всегда завершает предложение. Мин укытучы булып эшлим. Мин Пермь шәһәрендә яшим. Когда мы составляли предложение, мы с этим уже сталкивались. Мы сегодня разберем начальную форму глагола и попрошу вот обратить внимание, как образуется начальная форма глагола. Начальная форма глагола отвечает в настоящем времени, что делает «не шли», «не шли». И я хочу обратить внимание, что у них аффиксы разные. Например, вот здесь даже мы с вами видим «ишлерге», здесь заканчивается на какой звук? А здесь «барга», «орга», это уже в неопределенной форме, аффикс в неопределенной форме. Ишлерге, барга. Вот посмотрим на наглядку, и нам будет все понятно. Нам надо сказать в настоящем времени бора. Но мы знаем, что начальная форма глагола бар. Бар. И мы прибавляем, если на согласную заканчивается, аффиксы а или Что делает? Бора идет. Тора встает. Это с твердыми словами. А если мягкие слова, киль, килерге, киль. В настоящем времени киле. А если мы с вами видели ишле, что заканчивается на гласную, тогда уже мы прибавляем ишли. Ишли, работает. А если на а или на видите? Ошей, укай. И слова исключения, пожалуйста, можете для себя записать. То есть начальная форма есть Глагола. Смотрите, есть неопределенная форма, есть Да. начальная форма. Да. В русском же языке такого нет. Вот у нас такое То есть. есть в каждом времени будет своя начальная форма. В каждом времени своя начальная форма. Вы хотите сказать в настоящем, прошедшем, Ну вот будущем. смотрите, сейчас вот начальная форма, мы образуем начальную форму, но это же начальная форма. В настоящем времени. Это форма третьего лица единственного числа Да, настоящего да, времени. мы к этому хотели прийти. Да, В остальных временах, получается, своя будет начальная форма? да, Если в каждом времени по лицам изменить будет. да, да. То есть неопределенная форма это неопределенная Неопределенная форма. форма – это, если вы видите, вы даже в своем словаре увидели Да. то, что там, например, написано слово «ишлерге», а вот прямо у вас делится в словарях, если вы обратите Да. внимание, «эрге» – это означает, что в неопределенной форме вам дали в переводе это слово.
эта форма, она вечно используется? Ишлерге, не шлерге. Надо сделать. Да, надо сделать. Вот если вы скажете, мне надо идти сегодня учиться, миңа укырға барырға керек. Укырға. Если я вам скажу, сделайте домашнее задание, прочитайте страницу, например, 33, вы придете домой и скажете, мне надо прочитать. И вы скажете, миңа укырға керек. Если ваше предложение будет отвечать на вопрос, что делать, укырға керек, надо, Прочитать. А это, скажем, времени будет своя начальная форма, Да. третье лицо, единственное число, да? Да, давайте сначала это разберем. Мы, чтобы я сегодня вас Это не определили. только в настоящем времени и глаголами настоящего времени мы сегодня пока остановимся. У нас еще будет много времени уделить для глаголов, и мы поймем с вами. Давайте попробуем преобразовать глаголы в форму основы настоящего времени. Если я скажу ешерге, как будет начальная форма? Ешерге, жить. Ешерге. Что делать? Ешерге. Это будет живет, да? Живи. Так? Живи. Сейчас напишу, давайте тогда, если у вас пока не получается. Ешерге. Что делать? Значит, как переведем слово ешерге? Жить. Жить. А мы хотим преобразовать начальную форму. Значит, Еше. еше. Живи. Живи. Что делать? Ошарга. Кушать. Есть. Как будет начальная форма? Оша. Оша. Кушать. Оша. Если вы говорите своим детям, чтобы они съели суп, ошна, оша. Вы же им приказываете оша. Когда они кушают оша, вот, ошарга. А если не хотят пить компот, вы им скажете ещерге, пить. А как вы им прикажете? Повелительное наклонение. Ищ. Записывать следующий или устно сможем. Хуайкарга. Да, возвращаться, все правильно. Ты там правильно перевод, молодец. Хуайкарга. А если мы скажем возвращайся? Ой. Хуай. Ой. Хуай. Например, вы говорите Сарат бишке хуай своему сыну, потому что в 5 часов надо делать домашнее задание. Как вы скажете? Сарат бишке хуай. Возвращайся. Дальше. В 5 часов. Все правильно. Дальше, как уж и как скажете. Пришел домой ребенок в 5 часов, дальше как скажете? Оша. Оша. Вы приказываете, вы повелительно наклонение. Еще говорите чаешь. Ты? Чай. 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 Угу. И скажете, напиши домашнее задание, например. Пиши.
Йозарга. Как вы скажете в повелительном наклонении? Йозарга. Йоз. Напиши. Это начальная форма. Йоз. Написать. Йозарга. Начальная форма совпадает с повелительным наклонением. Вы это запомнили? А потом иди спать. Все, ребенок все сделал. Спать. Юклорга. Мы ему скажем, иди. Бар. Бар юкла. Бар юкла. Смотрите, а если ему скажем именно иди спать, видите, это не будет, это же будет спи. Юкла. Спи. А юклорга это спать. Вор юклорга. Да? Можно сказать бар юклорга, можно сказать бар юкла. Все, вы сегодня всем так и скажете дома. Иш, оша, юкла. Да? Мы с вами, когда видим, у нас получается преобразовывать, да? Пока устно не получается. Дома тогда придется? Да, сложновато еще. Обратите внимание, пожалуйста, на таблицу. Мы это уже озвучили, но я хочу вас спросить, в каком лице и в каком числе эти глаголы? Бора, киля, ошой, укай, эшли. В форме третьего лица, правильно? И какое число у них? Единственное, правильно. Нам так и хочется сказать, да? Ул-бара, ул-тура, ул-ашей, ул-укай, ул-киля, ул-эшли. Давайте вспомним мы с вами местоимение. Потому что глаголы всегда у нас работают в сочетании с другими словами. Мы сегодня с вами посмотрим, как работают глаголы с местоимениями. Что вам непонятно, Екатерина? У меня даже вопрос. Верните, пожалуйста, Анжелика, таблицу. Вот если начальная форма глагола заканчивается, начальная форма это повелительное наклонение. Да. Вот это аффиксы ра, тра, это форма третьего лица единственного числа. Мы сейчас разберем здесь. Да? Да. И вам станет еще понятнее. Давайте какой глагол выберем из этого, чтобы с местоимениями поработать? Киля. Как будет это переводиться? Приходит. Мы все приходим сюда заниматься. Килябис. Мин. Как вы скажете, что вы придете в следующее воскресенье тоже? Как вы скажете? Дурис. Мин. Киля. Син. Син. Килясин. Дурис. Лурапа. Син. Киля. Син. Ул. Ул-киля. Помните, мы говорили, что ул-ки-ля. Множественное число. Если я здесь напишу, будет всем видно? Видно. Без. У нас ведь есть таблица, да, уже никак не без. Если у нас много и мы приходим, как мы скажем? Без килябис.
Молодцы. У нас наглядной информации будет такая таблица, но здесь с глаголом «ишли» работает, а мы с вами выберем «киле». Сейчас мы тоже. И здесь, и там, правильно вы заметили, мы с вами разобрали глаголы, которые заканчиваются на мягкое согласное «э». А у Екатерина хочет поработать с глаголами, которые заканчиваются на твердое согласное, да? Бора. Как переведем? Идет, да. Бора. Ми, бора. Бора. Дұрыс. Ми, бора. Син. Син. Дұрыс. Син. Бора. Сын. Рахмет. Unutmadım. Забыл. Син барасың. Ул бара. Biz барабыз. Siz барасыз. Баралар. Если у вас есть возможность это все распечатать потом, Анжелика все выкладывает в беседе. Вы можете сейчас даже не писать, или вам так лучше запоминается. Все примеры эти все будут, где она отправляет наглядку, все будут. А помните, мы с вами еще говорили, что на «ый» заканчивается «ухай», «ошей». Есть у нас, кстати? Нет. Обратно. «Ухай». Еще обратно сделайте, пожалуйста, там таблица была. Вот, ухай, ошей. Давайте еще с этим сработаем. Что я скажу про себя? Что я читаю ми. Ми, укем, син. Ухай. Сам. Ул. Он читает. Без. Ухайбас. Siz. Ухайсыз. Ала. Укила. То есть по твердому типу получается, да? Да. По мягкому типу хотите, да? Нет, подождите. Вот тут вам все показано на таблице. Видите? Если у нас начальная форма глагола уха, читай, то уже в настоящем времени будет ухай. Как мы определяем? Задаем вопрос. Что делает ухай? Как мы определяем, почему у этих будет Вот смотрите на шапочку таблицу, там прямо написано, если глагол заканчивается на согласную, то мы прибавляем аффиксы а, бар, бора,
говорит, нету, тут ведь только... Если глагол заканчивается на гласную, например, ука, оша, то мы прибавляем ой в настоящем веке. Что делать? Укай. Да, вот шапочку есть. Тут все понятно объяснено. Если мы согласны, то Английский. Все это было поняла. То есть у него, мне это надо оттолкнуться от инфинитива «ыкы», «ырга». То есть, Начальная если форма. он заканчивается на глаз, Начальная форма уха заканчивается на гласную значит, мы в настоящем времени укай что делает? А теперь обратите внимание, пожалуйста, ми укай, здесь аффикс м, син укайсан, укай, без укайвас, сіз укайсыз, алар укайлар. Быстренько. Ошей мин, ошей зин, ошейсан ул, ошей уши без, ошей бас, сіз, ошейсыз, алар, ошейлар. Анжелика, можно те таблицы? С мягкими мы с вами смотрели. Мин эшлим, син эшлисе, ул эшли, без эшлибес, сіз эшлисис, алар эшлилер. Следующую таблицу. Мин бара, син бараса, ул бара, без барабас, сіз барас, алар балалар. Балалар, вы заметите, что даже окончание чуть-чуть зеркальное. Алар, баралар, сіз, барасыз. Ну, раз слово тут твердое, то сыз. А если слово мягкое, ишлисис, прямо сыз, вот ишлисис, тут повторяется, видите? Сыз, без, син, сын. Даже окончание можно сказать, что зеркально. Тут нет никаких проблем. Окончание не меняется. Сильно не меняется. Меняется, конечно, но не сильно. И можно даже сказать, что они зеркальны соответствующими местоимениями. то есть у меня есть вариант, твердый вариант, а если я снова заканчивается на гласную, туда «еп» надо засунуть. Ука. И у вас будет укай. Вот укай. И тут уже и краткое никуда не теряется. Мы прибавляем аффиксы. Потренируйтесь дома вот с теми словами, которые я вам сейчас наглядно, пожалуйста, Анжелика. Вот словарный диктант. Давайте напишем. Вы заодно выучите и домашние задания. То есть вот эти буквы распределяют, да? Напишем словарный диктант с глаголами. Давайте. В смысле, сейчас? Сейчас будем писать? Будем писать. Давай. Как мы сейчас будем писать? Я буду диктовать, а если вы забудете, посмотрите. Торга. Yukarıdan tarafa просыпаться, басып тұрға стоять. В двух смыслах. Йосарга, юнырга. Видите? Тут прямо я выделила. Эрге. Шешторарга. Киенерге. Как режим дня, все глаголы по режиму дня. Хорошо. Все глаголы я вам дала в неопределенной форме, а вам надо
домашнее задание, извините, пожалуйста, Анжелика, там домашнее задание я написала. 5 любых глаголов. Образуйте, пожалуйста, и как мы с вами работаем, лучше, пожалуйста, выберите разные варианты, как мы уже сказали, твердая форма, мягкая форма, когда заканчивается на «ы», на «и». Все это будет Надо уже у меня тебя тоже будут? тоже есть, все есть, видите, можно. Хорошо, в этот раз мы не будем писать по этим словам на диктант, зато я сейчас проверю те слова, которые мы с вами в прошлый раз писали. Слова на диктант. Я вам время время суток говорила, время года. Вы забыли? Нет, вы говорили, что говорили, я помню, но я, кстати, я не пишу. У всех есть возможность распечатать на ярко, да? Глагольный пока закончим. Мы с вами что поняли с этого урока? То, что понял, у кого без затруднения. Неопределенная форма глагола эрга, арга, арга, эрга. Вот видите, что делает, и вы сразу понимаете, что это еще неопределенная форма глагола. И то, что повелительная форма совпадает с начальной формой глагола. И чтобы вам было понятно, там прямо, хотя они пишутся вместе, это я написала, слитно они пишутся, чтобы вам было понятно. И там же дальше мы работаем, как я вам показывала, с местоимением. Потому что глаголы у нас всегда работают в сочетании с другими словами. И то, что в конце предложения всегда пишется глагол, тоже запоминаем. Давайте быстренько я вам буду диктовать татарские слова, а вы попробуйте написать перевод этого слова с прошлого занятия. Иртя. Ну не выглядывайте, вы для себя, не для меня это все делаете. Иртя. Вы не будете с нами работать? Я написала мужу. Иртя. Никто нет. Иртя идет. Кищ. Тын. Что помните, то и пишите. Окна. Как вы это по-русски так пишите? Окна. Ел. Осень. Как вы? Ой. И скоро будет ваш. Давайте проверим быстренько, какие слова у вас. Первое слово. Утро это как? Иртя. Вот вы помогли Екатерине зато. Нет, я другое слово не знаю. Дальше второе слово сперва. Вечер. Вечер, киш. Сизилиза. Ночь, Эльмира. Следующее слово у вас какое? Неделя, то есть от переводе одна, до тебя, лет,
Да, дело. Дürüst. Рафис. А вы дürüst Угу. Следующее слово. Күз. Күз. В переводе означает осень. Гуля, sizlere. Месяц. Это в переводе означает ой, дürüst. Денис. Зима. Это значит кыш. И шеркис проверили, все у вас правильно, да? Видите, оказывается, мы можем совсем не сложно. Дальше будем также работать с глаголами. Будут вопросы, пожалуйста, отметьте для себя. Я понимаю, что мы перешли на новый уровень, и нам пока сложно все связывать, все окончания прибавлять, все аффиксы запоминать. Я вам очень хороший наглядку сделала. Пожалуйста, распечатайте, и вам будет легче. Ихтибар разрешен рахмат. Всем спасибо за внимание. Ждем вас в следующее воскресенье.